Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на наш урок. Как ваше настроение? Я рада приветствовать вас, ребята, на нашем уроке литературного чтения. И наша сегодняшняя тема, ребята, произведение Владимира Владимировича Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». На нашем уроке, ребята, вы познакомитесь с творчеством Владимира Владимировича Маяковского. Научитесь анализировать положительные и отрицательные поступки, а также воспитайте в себе чувство вежливости, доброты и стремление к дружелюбию. И перед тем, ребята, как ознакомиться с творчеством Владимира Владимировича Маяковского, предлагаю вам послушать некоторые факты из биографии писателя и поэта. Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля 1893 году в Грузии. Его отец служил лесничим, а мать занималась домашним хозяйством. Будучи маленьким мальчиком, ребята, поэт уже отлично рифмовал, обладал прекрасным чувством юмора. Летом в 1906 году, после того, как отец скончался от заражения крови, Владимир с матерью и сестрами отправился в Москву. Материальное положение семьи было настолько тяжелым, что юноше пришлось оставить гимназию. Произведение Владимира Владимировича Маяковского для детей крупное и неповторимое в литературе. Никто до Владимира Владимировича Маяковского не затрагивал тему современности для детей. Широкую известность получили такие стихи, как «Кем быть?», «Приключения Власа лентяя и лоботряса», «Что не страница, то слон, то львица» и многие другие. Сегодня же, ребята, мы с вами прочитаем одно из широко известных стихотворений Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Давайте мы вместе с вами послушаем выразительное чтение. Владимир Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дряной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вон кричит: «Не трожь тех, кто меньше ростом!» Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят: плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут: он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал заохов: этот мальчик просто трус. Это очень плохо. Этот хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это, каждый сын, знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо.
Ребята, вам понравилось стихотворение? Давайте скажем автору огромное спасибо. Ну а теперь, ребята, давайте мы с вами выберем пословицу к этому произведению. Первая пословица: «Птица сильна крыльями, а человек дружбой». Вторая: «Кто аккуратен, тот людям приятен». Ребята, как вы думаете, какая из них подходит к этому произведению? Верно, ребята, молодцы. Кто аккуратен, тот и людям приятен. Ребята, мы с вами хорошо знаем, какие качества нужны хорошему человеку. Так давайте же мы с вами их повторим. Лучшие человеческие качества, ребята, это доброта, честность, справедливость, трудолюбие, вежливость, скромность, смелость и щедрость. Человека, имеющий такие качества, называют хорошим, и его самого тоже окружают такие же люди, как и он сам. С ними мир кажется ярче, лучше и интереснее, ребята. Я знаю, что в каждом из вас есть все те качества, о которых я сказала ранее. Так оставайтесь такими же, какими и вы есть сейчас. А сейчас, ребята, давайте-ка мы с вами повторим, что такое плохие поступки и что такое хорошие поступки. Ну а для начала, ребята, давайте дадим определение слову «поступок». Поступок– это какое-либо действие, совершенное человеком, ребята. Итак, мы начинаем нашу игру. В этой игре, ребята, нам даны картинки. В данных картинках изображены какие-либо действия. Мы должны с вами определить, хорошие это действия или плохие. Надеюсь, вам понятно, ребята. Итак, заглянем на нашу карту поступков. Наша первая карта. И здесь изображено: быть драчуном и обижать слабых маленьких детишек – это хорошо или плохо? Верно, это очень плохо. Следующая карта, ребята. Хорошо учиться, быть прилежным, внимательным – это хорошо или плохо? Верно, ребята, это очень хорошо. Давайте посмотрим на следующую карту. Заниматься спортом, делать физические упражнения – это, как вы думаете, это хорошо или плохо? Верно, ребята, это тоже очень хорошо. Хорошо, следующее. Возиться в луже и быть грязным, как поросенок – это, как вы думаете, это хорошо или же плохо? Верно, ребята, это очень плохо. Итак, посмотрим на следующую карту. Помогать маме по дому, пылесосить, мыть посуду – это. Задайте себе вопрос, это же хорошо или так же плохо? Молодцы, ребята, это очень хорошо. Ну а закатывать истерики, кричать и плакать без повода, капризничать – это хорошо или же плохо? Верно, ребята, это очень плохо. Так себя вести нельзя. Ну а помогать близким людям по собственному желанию, или же если тебя попросили, это хорошо или же плохо? Молодцы, ребята, это, конечно же, хорошо. Людям нужно помогать. Ну а если съесть одному весь праздничный торт и ни с кем не поделиться? Какой это поступок, ребята? Хороший или плохой? Ну, конечно, ребята, это очень плохо. Жадным быть нехорошо. А если ухаживать за своими домашними питомцами, кормить их, поить их, ухаживать за ними, это хорошо или плохо? Ну, конечно, ребята, это очень даже хорошо. Ну а если дергать людей за одежду, за волос или еще за что-нибудь, это какой-то поступок, ребята? Это тоже плохо. Так делать нельзя, ребята. И следующее. Играть вместе с друзьями, делиться с ними игрушками. Это какой это поступок, ребята?
Верно, это хорошо, ребята. К тому же с друзьями веселее. Рисовать на полу или на стенах — это какой-то поступок. Ну, конечно, это плохо, ребята. Так делать нельзя. И если сделал, то нужно обязательно за собой убрать. Ну, а чистить зубы, умываться по утрам и вечерам — какой это поступок? Ну, конечно, это хороший поступок, ребята. Соблюдать личную гигиену нужно всегда и везде. И последнее, ребята. Рвать книги, резать журналы, обрывать обои или что-то еще вроде этого. Какой это поступок? Это тоже плохо, ребята. Нужно книги беречь и любить. Молодцы, ребята, вы очень хорошо постарались. Спасибо вам. Итак, хороший поступок, ребята, это когда делаешь то, что не вредит ни тебе, ни другим. Давайте мы с вами прочитаем стихотворение. Помогали мыть посуду. Мы сегодня первый раз. Мама так была довольна, даже похвалила нас. Мы с тобой построим дом и игрушки соберем. Ты поставь их в шкафчик рядом, чтоб на полке был порядок. Завтра с ними ты опять будешь весело играть. Ну а плохой поступок, ребята, это поступок, нарушающий правила поведения. Это провинность. Итак, тоже прочитаем с вами стихотворение. Плохим поведением прославиться просто, ударить мальчишку, себя ниже ростом, кричать на уроке, на всех обзываться, часто без повода грубо срываться. Бегать в общем, стоять на ушах, обманывать меньше себя малыша, дразнить ту девчонку, что носит очки, способны на это лишь дурачки. Итак, ребята, мы с вами сегодня на уроке усвоили, что за свои поступки нужно отвечать. И прежде чем совершить плохой поступок, нужно очень хорошо подумать. Ведь за любые добрые поступки платят добром. Итак, ребята, на этом наш урок закончен. Запишите домашнее задание. В данном задании, ребята, вы должны будете продолжить и закончить предложение. Запишите несколько предложений. Вы все большие молодцы, ребята. Спасибо вам за внимание.